Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Поможем вместе. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств для Николь Джинджоли. Необходимо собрать 222 тысячи рублей. Зрители ликовали. В Абхазской государственной филармонии прошли концерты Александра Шоуа и группы «Непара». В поисках вдохновения среди тех, кто посещает республику, актеры, режиссеры, художники, поэты и фотографы, которые ищут здесь творческое вдохновение. Всем владельцам легких и сверхлегких самолетов необходимо обратиться в Минэкономики за получением разрешительных документов на использование воздушного пространства республики. Тему авиационной безопасности и эксплуатации легкомоторных самолетов, в том числе и в целях развлечения и перевозки туристов, обсудили в Министерстве экономики представители Минэка, МВД, МЧС и Сухумского аэропорта. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган отметила, что безопасность является приоритетом в авиации и напомнила о необходимости исполнения требований авиационных правил Абхазии. Министерство внутренних дел, в свою очередь, выразило готовность оказать содействие в обеспечении контроля обозначенных вопросов. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Арзанба с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимиром Мау и ректором ГИМО Анатолием Таркуновым. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества с Центром по поддержке молодых лидеров «Будущее Абхазии» на базе посольства Абхазии в России, проведение онлайн-курсов для заинтересованных граждан Абхазии и механизмы поддержки абитуриентов из Абхазии. Министр культуры Абхазии Даур Кови встретился с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной. Были рассмотрены новые идеи и форматы развития уже существующих добрых отношений. Стороны подчеркнули важность взаимодействия двух ведомств и обозначили перспективные направления сотрудничества. Принято решение о разработке проекта соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства между Абхазией и Краснодарским краем. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств для Николь Джинджоли с диагнозом муковисцидоз. Девочке необходимо пройти лечение в медицинском центре Иерусалима. Стоимость лечения 222 тысячи рублей. Николь Джинджоли 11 лет. Николь талантливая и самостоятельная девочка. Она любит спорт, танцы, вышивать, рисовать и лепить. С первых дней жизни девочка ведет борьбу с болезнью, сражается за каждый новый день, каждый новый вдох. Несмотря на свой возраст, она уже знает, какие ей нужны лекарства и в какое время их принимать. Просыпаюсь, потом делаю разные ингаляции, играю, кушаю. Вот. Потом смотрю телевизор и гуляю. Я сама не забываю пить, и редко, когда мама подсказывает. Я уже привыкла. Сразу после рождения у Николь никаких отклонений от нормы обнаружено не было. Казалось бы, вот оно счастье. Белокурое чудо появилось на свет, третий и очень желанный ребенок в семье. Однако на третий день врачи обнаружили у ребенка кишечную непроходимость, и девочка была сразу же прооперирована. Маленькой Николь не становилась лучше, и врачами было принято решение о повторной операции, после которой кишечник крохи был восстановлен. И она начала получать нормальное питание, прибавлять в весе. Казалось, справились с одной бедой, так вслед за ней пришла другая, новая. Девочка стала кашлять. Кашель с каждым днем усиливался. Она дышала с трудом с помощью многократных ингаляций. На следующий день сдали анализы в лабораторию на муковисцидоз. Диагноз подтвердился. Нам надо пройти курс обследования. Из тех препаратов, что мы делаем, надо что-то убрать, надо что-то новое добавить, потому что у нас каждое утро и каждый вечер появился приступ кашля. И помимо этого последствует, помимо приступа кашля, у нее еще и рвота. Она начала вырывать. Каждое утро у нас идут ингаляции по вечерам, а днем у нас идет физиотерапия. А помимо этого она еще получает очень много ферментов, витамины, лекарства. Есть такие препараты, которые очень дорого стоят, и мы не можем их приобрести. Это месяц одна упаковка обходится около 350 тысяч рублей. А помимо этого? А помимо этого 25 тысяч. 25. Это ежемесячно. В одно время помогали мне ребята из Министерства экономики. Мы его получали полгода. После этого нам приобрели этот препарат в Израиле. А в данный момент мы его не получаем.
С тех пор родители делают все, чтобы их дочь чувствовала себя хорошо. Сегодня жизнь Николь – это частые походы к врачам, ежедневное лечение ферментами, курс антибиотиков, проведение ингаляционных процедур, прием специальной пищи. Муковисцидоз или кистозный фиброз – самое распространенное из наследственных генетических заболеваний, которое поражает в основном легкие и пищеварительную систему. В настоящее время существует комплексная терапия для эффективного лечения муковисцидоза, но жизненно важно для пациента проводить ее регулярно. Сейчас девочке необходимо пройти лечение в медицинском центре Шаари Цидек в Израиле. Как нам всем уже известно, благодаря фонду Ашана нам легко удается собрать любую сумму денег и помочь тяжело больным детям. В данном случае мы должны объединиться и помочь Николь Джинджоле для того, чтобы пройти курс лечения в Израиле. Это небольшая сумма, 222 тысячи рублей, которая вполне реально для сбора. Я обращаюсь ко всем жителям нашей страны и все, кто может помочь, оказать посильную помощь и быстренько закрыть сбор, чтобы ребенок жил счастливо, свободно и здоровым. Самый легкий и доступный способ помочь Николь Джинджоле – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Президент Аслан Джания поздравил президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа с избранием иностранным членом РАН. Глава государства назвал это событие знаковым для отечественной науки, что является еще одним подтверждением международного признания больших научных достижений и ценного вклада Зураба Джотовича в разработку и решение научных проблем. Аслан Джания выразил уверенность, что талант большого ученого и его накопленный опыт будут и далее помогать в научной деятельности. 8 июня состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено 9 вопросов. Депутатам предстоит избрать от Народного собрания членов квалификационной комиссии при Палате адвокатов и квалификационной коллегии судей вместо выбывших депутатов 6-го созыва. 2 вопроса касаются численности состава комитетов Народного собрания. Планируется создать рабочую группу по подготовке проекта изменений в регламент парламента. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представит депутатам доклад о деятельности за 2021 год. В Сухуме прошли концерты Александра Шоуа и группы «Непара». 5 и 6 июня со сцены Государственной филармонии звучали всеми любимые хиты и композиции. На одном из концертов побывала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чеча. 2 вечера подряд Сухум сотрясала музыка. Со сцены Абхазской государственной филармонии звучали звездные и всеми любимые хиты. Александр Шоуа и группа «Непара» порадовали публику полюбившимися песнями, хорошо знакомыми каждому. Зрители аплодировали, танцевали, подпевали, зная тексты песен буквально наизусть. Зал торжествовал, сопровождая овациями каждое выступление. Нашей съемочной группе удалось побеседовать с Александром Шоуа в преддверии концерта. Но ощущения перед концертом, они не соответствуют тому, что происходит во время этого самого концерта. Каждое слово, сказанное или спетое, воспринимается до глубины души и сердца, скажем так. Поэтому мы как в общении, так и когда со сцены что-то делаем, говорим, с большим уважением относимся к тем, кто сидит в зале и кто слушает. Исполнитель поделился эмоциями от предстоящего выступления и творческими планами. Я вам хочу сказать, что сегодня очень сложно заменить суперизвестные песни на какие-то новые. Естественно, мы записываем новые песни, естественно, мы работаем над ними, стараемся, чтобы они были максимально понятны, но при этом музыкальны. Ведь иногда это разные вещи, понятная песня и музыкальная. То есть иногда это разные вещи. И чаще всего это не совпадает. Здесь мы стараемся сделать так, чтобы это было именно так. Александр Шоуа – человек творческий и реализующийся в самых разных сферах. Например, в искусстве фотографии и живописи. Исполнитель рассказал о планах на проведение выставки. Я готовлю выставку свою, но это очень долгий путь, поэтому не буду говорить, когда это будет, я не знаю. Выставка нацелена, я бы сказал, нацелена на то, чтобы возбудить внимание общественности, особенно той общественности, которая может повлиять на то, чтобы наша страна стала снова красивой. Не только природно, но и архитектурно. Александр Шоуа также поделился воспоминаниями об исполнении юношеской мечты, детстве, проведенном в Очимчире, и первом выступлении на сцене Государственной филармонии.
Знаете, моя детская мечта началась здесь, на этой сцене. То есть я из города Очамчыр. Представьте себе, что в советское время в моем городе свет выключали в день 4 раза. То есть в тот момент, когда все было вроде бы нормально. И я, бредущий с музыкальной школы домой, с папкой, с нотной, то есть я вижу, как выключается свет. Я иду в абсолютной темноте. И моя мечта была выступать там, где есть свет. Там, где его никогда не выключат. Там, где на меня будут смотреть люди. Я попал в группу «Анбан», то есть это был первый состав этой группы. И мы там играли и пели живьем. Вот как сегодня здесь, на этой сцене. Дети. Представляете себе? Через год каких-то не очень успешных концертов в городе Очамчира мы приехали на фестиваль в город Сухум. Это был 87-й год. И мы здесь заняли первое место среди детских коллективов. Но чтобы вы понимали, в этих детских коллективах 16-летние дети тоже играли. И на этой сцене моя мечта, первая моя мечта, где я выйду под свет фонарей, и я буду что-то играть, она сбылась. Правда, я тогда ничего не понял. По завершении концерта воодушевленные зрители с радостью делились впечатлениями. Ощущения шикарные. Большое спасибо за такое просто великолепное выступление всей группе. Это было просто великолепно. Мы в восторге, эмоции зашкаливают. Нам все очень понравилось. Спасибо большое. Мы пришли сюда второй раз, потому что для нас это большое событие. И всех поздравляем с началом лета. Желаем, чтобы весь летний сезон прошел так же замечательно, как эти 2 концерта. Александр Шоу, мы тебя любим! Выступления в столице Абхазии Александра Шоуа завершены, но зритель будет с нетерпением ждать новых встреч с прославленным исполнителем. Рада Чача, Арина Агухава, Абхазское телевидение. Абхазия – место для вдохновения. Так о нашей стране отзываются многие туристы. Поэтому среди тех, кто посещает республику, актеры, режиссеры, художники, поэты и фотографы. Наш следующий репортаж именно о таких людях. Репортаж в Угуце-Вардания. Страна души всегда была местом, притягивающим поэтов, писателей, художников, режиссеров и актеров. Многие творческие люди, наслаждаясь живописными пейзажами, красотами края и его загадочностью, черпают здесь вдохновение. Как, например, вот эта молодая пара – Софья Афанасьева и Сергей Шиляев. Софья – художник и фотограф, а Сергей – режиссер, сценарист и продюсер. Для творческих людей здесь скорее не отдых, а здесь место вдохновения, потому что когда вот ты настраиваешься на вот это состояние покоя, гармонии с природой, с миром, и у тебя начинают закипать какие-то, не знаю, творческие соки, тебе хочется что-то выплеснуть в этот мир, что у тебя внутри, чтобы сделать его лучше, чтобы дать людям подумать о чем-то другом. Сергей занимается съемкой документальных фильмов. Работал на телеканале Russian Travel Guide с такими известными актерами, как Сергей Безруков, Ингеборга Дапкунайте, Олег Меньшиков. Путешествовать я обожаю. С другой стороны, ты снимаешь интересных людей, интересные места, и тебя пускают в такие закрытые территории, куда обычных людей не пускают. Мы снимали храмы, Донской монастырь, Даниловский собор в Москве. И нас пускали в святая святых, там, где проходят какие-то закрытые религиозные собрания. Сергей снимал и документальные фильмы, связанные с медициной. Так как учился в меди, он не раз сменял род деятельности. Занимался благотворительностью, выставкой кукол и даже был генеральным менеджером хоккейного клуба. Кстати, часть детства Сергея прошла в Алжире, где его отец был военным переводчиком. В памяти молодого человека навсегда остались яркие, как в кино, картинки, связанные с жизнью в мусульманской стране. Возможно, именно эти факторы привели Сергея к постоянному стремлению пробовать себя в разном, открывать новое, путешествовать и снимать документальное кино. Если бы вы снимали документальный фильм об Абхазии, вот как бы он назывался? Мне кажется, что в Абхазии очень интересная ситуация. Здесь, с одной стороны,
много нетронутой природы, и когда ты приезжаешь сюда, ты чувствуешь свободу. И свободу не только там, в каком-то проявлении, а свободу как-то дышится по-другому. Как ты ощущаешь себя свободным человеком. Не знаю, с чем это связано, но такое ощущение есть. И мне кажется, что вот слоган, который есть у Абхазии, «Абхазия – страна души», это самое лучшее позиционирование, которое может быть. И если бы я снимал документальный фильм, я бы снимал именно об этом. Потому что здесь множество мест, где человек чувствует себя ближе к природе, ближе к Богу, каким-то не столько мясным животным, сколько каким-то величественным духом. Возможно, в будущем Сергей снимет документальный фильм об Абхазии. Также молодой человек считает, что живописные места и пункты размещения туристов в республике нуждаются в хорошей рекламе. Мы посещаем какие-то достопримечательности, и очень мало информации об этом. Вот. Мы недавно ездили в Шкуренский водопад и хотели прыгнуть в ущелье с резинками. Мы прочитали в интернете, как-то это называется, не бейсджампинг, ну какой-то джампинг. Вот. Соня очень хочет прыгнуть. И мы поехали туда в полной уверенности, что у нас это получится. Вот. И там был только один человек. Мы не нашли ни телефонов, ни сайтов, чтобы позвонить, спросить, работают или не работают, сколько стоит, а можно ли приехать, а можно ли забронировать место. Вот. Это и нет информации. Молодая пара бесплатно консультирует владельцев некоторых объектов, как правильно рекламировать и подавать информацию. Софья – художник и фотограф, в Абхазии впервые. Рисует картины на разную тематику и разными техниками. Но в Абхазию взяла именно акварель. И сюда я взяла именно акварель. Я думаю, что это не случайно, потому что акварель любит воду, а в Абхазии ее очень много, и причем очень разные. Это было классно увидеть, что я думала, я поеду в Абхазию и вижу только море, а я увидела море, я увидела горные реки, горные озера, я увидела водопады, и это произвело на меня такое впечатление, что вот это я не забуду никогда. Кстати, в Абхазии Софья сделала немало снимков в живописных местах. Девушка пока не обрабатывала и не выкладывала их. И мне хотелось показать, как живут люди, чем они занимаются, как они проводят свой день. И мне хотелось не природу, потому что фотографий природы очень много, и каждый делает все больше, больше, больше. А мне хотелось вот внутрянку Абхазии показать, как это здесь. Для творческих людей Абхазия и правда источник энергии и вдохновения. Кстати, Софья и Сергей снимают здесь видеоролики о красивых, необычных, теплых, солнечных и загадочных местах. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии Международного дня защиты детей Детский фонд ООН ЮНИСЕФ при финансовой поддержке шведского агентства по международному развитию подготовил фильм о детях, которые в данный момент выбирают свое будущее. Каждый герой фильма имел возможность погрузиться в профессию, пообщавшись с профильным специалистом и примерив на себя эту роль в разгар рабочего дня. В фильме были представлены такие профессии, как архитектор, повар, фермер, футболист, уполномоченный по правам ребенка, врач, журналист и историк. В съемках приняли участие 10 мальчиков и девочек. Авторы проекта выражают надежду, что его увидят другие юные зрители, которые в данный момент задумываются о своем будущем. И это поможет им сделать правильный выбор. Смотрите документальный фильм в нашей сегодняшней программе. А в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 8 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня кратковременный дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 15-20, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.